Продолжаем прения сторон. Так, пожалуйста, защитники. Эме жарыш сөз катары бере берем. Жоқ, кичине бирме бар эди. Ишке байланыштуу эмес. Сөз бар эди кичине. Айтыңыз. Мактырак алып өткөн жыйын эмес, атам бургаты жыйында сиз мага замечание бергенде мен Руслан менемде кичүү деп. Баягы кыргыздардан кичине күчүгүм, шенок деп коет да. Мен шенок деп койдум эле интернеттин баарында жазып кетти. Руслан эне мен Меме мысли жоқ, сені кичүү жаш деп басынтайын же шылдыңдайын деген ой менен айткан эмес. Сен кичүүсүң, менин балам менен теңсиң, шеноксуң деген ой менен эле айттым эле. Эгерде ошол сөз сага катуу тийип кала турган болсо, мен мына сыяктуу түрдө сенден кечирим сурайм. Мага ошого катуу өттү кечирип коем. Бул болгону бир депутат. 89 депутаттын бирөөсү. Өзүнүн добушун берди. Төрага катары күн тартибине киргизип туруп добуш бергиле. Ал үчүн ушул убакка чейин мындай практика жок. Дүйнө жүзүндө мындай практика жок. Жогорку кеңештин чечими үчүн мыйзамсыз болсо да дагы айтып коеюн. Мыйзамсыз канча каршы келген мыйзам алса дагы. Адам мамлекетке бир топ зыян келтирилсе дагы жогорку кеңештин депутаттары жооп бербейт. Ал жок канчалык сот менен отментеттер дал келтирилет. Ал эми республикалык бюджеттин каражаттарын не жогорку кеңеш аныктайт. Аны өкмөт аныктайт. Өкмөт аныктап киргизет. Мына атайын өкүлчүлүккө отдельный строка менен өкмөт киргизип атат. Не Келдибеков. Ошондуктан мен ойлойм, Келдибековдун аракетинде ошол добушка койгон аракети, анан жанагы Нурматовду дайындаганы боюнча, токтомго кол койгону боюнча 304 статьянын 4 бөлүгүндө көрсөткөн кылмыштын курамы жок. Ал өзүн ишин калды. Ошондуктан ошол боюнча иште актоо өкүмүн сураймын. Ал эми экинчи ошо бизнес боюнча мен 17 фактын айттым. Мен бул кылмыш окуясы болбогон нерсе. Кылмыш окуясы болбогондугуна байланыштуу актоо өкүмүн чыгарууну сурайм. То, что произошло с моим подзащитным, это чудовищная ошибка. Это результат, я не побоюсь этого слова, псевдо-борьбы правоохранительных органов с коррупцией. А поэтому я очень надеюсь, что вы, оставшись в совещательной комнате, вы отбросите эмоции, забудете про тот общественный резонанс, который кипит и создан вокруг этого дела, останетесь наедине с законом и с материалами дела, в которых нет ни единого доказательства вины нашего подзащитного, примите единственное правильное решение – вынести оправдательный приговор. Ваша честь, не реплика, а некоторые добавления. Я согласен со всеми выступлениями моих адвокатов. Здесь просто я хотел бы подчеркнуть некоторые вещи, ссылаясь на Конституцию Кыргызской Республики, ссылаясь на Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Незаконное возбуждение уголовного дела, статья 321 Уголовного кодекса, умышленное незаконное возбуждение следователем, прокурором уголовного дела при отсутствии признаков преступления, а также поводов и достаточных оснований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Ваша честь, для чего я это и читаю, все доводы, приведенные следствием и обвинителями, налицо, что все это выдуманное, придуманное и необоснованное обвинение. Уважаемые обвинители, мне кажется, не обидятся, потому что это упущение было со стороны следствия. Уважаемые обвинители, в этом заседании или прении могли сказать, что нету вины. Для этого, конечно, я считаю, что разные обстоятельства, там, как должностное лицо и так далее, подействовало. Ну, в душе, я еще раз повторюсь, что обвинители тоже в душе, они патриоты, они в душе тоже говорят, что нету, потому что это слово все доходит до нас, что нету сегодня ни одного тыина ущерба. Я до этого повторял и сейчас могу повторить. Если есть возможность, Ваша честь,
Пусть возьмут прокуратура, следствие и так далее. Пусть докажет хоть одного тыена ущерба. Громогласно заявленного ущерба, который там столько-то миллионов и так далее. По первому эпизоду я повторюсь, я коротко буду выступать. Если план по доходам в 2009 году, когда я работал президентом налоговой службы, по всей республике перевыполнен денежное выражение на 2 миллиарда 100 миллионов сумму, в процентном соотношении на 115%. Именно по добровольному налогу, по добровольному патенту. По всей республике план был выполнен на 135%, около 600 миллионов сумм. О каком сегодня можно говорить о том, что понесен ущерб, недоборы и так далее. Это все таблицы в деле есть. Ваша честь, это то, что следствие и прокуратура приложила, добыла это факты, она есть в деле. Я вот поэтому поражаюсь. Еще раз говорю, в 2009 году, когда я полный год работал председателем, я всего лишь работал 1 год, 2 месяца. За другие годы я не отвечаю. И в деле есть те достижения, которые в 2009 году мы достигли коллективом налоговой службы, те показатели не могут достичь до сегодняшнего дня. Вот сегодня, Ваша честь, рассматривает Джор Кенеш, вот сегодня идет та случай, когда создаются новые структуры и так далее. Отличие от нашего 2010 года, у них сегодня на руках есть регламент, который соответствует Конституции Кыргызской Республики. И они согласно регламенту работают. Но они тоже создают сегодня структуру, комитеты и так далее. Единый комитет возглавляет Текебаев. Тогда у нас возглавил Абдулдаев Бухтияр Юсупович. У нас тоже было создано единый комитет. И первоочередное заседание, которое предусмотрено законом и Конституцией. Там четко описывается, какие вопросы первые заседания Джор Кенеша должны рассмотреть на первом заседании до формирования комитетов. Там черным и белым прописана структура парламента, что нами было сделано. Ваша честь, хорошо, что вот по делу Ротак-Бишкек, вот по закону вы приняли решение, мы согласились о том, что срок давности истек и так далее. Хотя там полностью была копия. И сегодня мы находим, вчера прошлое заседание я вам нашел, положение о утверждении положения о парламентской организации, когда говорили обвинение о том, что это должно быть только общественное начало. Для подтверждения я вам нормативные акты предоставил. Сегодня находим документ о том, что именно по Ротаку, когда в 2009 году прокуратура возбуждает уголовное дело, и сегодня, которые они ссылаются на акты счетной палаты, по той акте был возмещен государству 2 миллиона чем-то. И вот подтверждающее постановлением прокуратуры, 30% прокуратуры тоже возмещен. 700 тысяч сомов. Получается 2 раза наказано. А это постановление никто не отменял. Как сегодня Азимбек Анаркулов заявил, постановление Кучерявого никто не отменял. Но закон-то гласит о том, что если не отмененный, она прекращается сразу. Поэтому я понимаю уважаемого обвинителя. Вот здесь в Конституции, Ваша честь, около 32 статей о правах и обязанностях человека. Если его зачитывать, Азимбек Анаркулович прекрасно знает, как они принимали эту Конституцию, какие вещи здесь закладывали. Конституция Кыргызской Республики, мы народ Кыргызстана. И здесь пишется, стремясь утвердить верховенство права. И потом идет только статья номер 1. Насчет прав граждан, здесь около 32 статьи предусмотрены. 44. Так. Статья 26. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. Это норма Конституции.
А я здесь, Ваша честь, со своим адвокатом. Уже в течение 2 лет я доказываю свою невиновность. Вместо того, чтобы следствие должно доказать мою вину, а я доказываю свою невиновность. В течение 2 лет я доказываю. Это не громогласно заявление. Докажите мне хоть одного тына, что я украл у государства. Ваша честь, во время следствия, во время этих всех разборок, когда заявляли о том, что столько имущества, вы сами убедились. Половину имущества, которое ко мне не относится, приписали. Схему нарисовали красивую. В отличие от многих, я последние 10 лет законопослушно декларирую свой доход до гвоздей. Вы это все проверили, уважаемые следователи и прокуроры. Вы от и до проверили, до нитки проверили. Дошли до каждого, но я все указал. Мне нечего скрывать. Поэтому, Ваша честь, я верю, что закон работает. Потому что сегодня многие говорят о том, что в Кыргызстане закон не работает. Законы прекрасно работают. Закон не работает тем, которые не хотят этого закона слушать и не хотят видеть, что в Кыргызстане превыше всего закон. Когда мне говорили, когда я лечился, очень много слов было написано. О том, что он не приедет. Если приедет, пусть покажет свою невиновность, докажет в суде. Суд для всех одинаково, для всех одинаково. Закон работает для всех одинаково. А когда обвинение читает, уважаемый обвинитель, все доказательства, которые было рассмотрено на суде, вы ссылку не сделали, вот это меня удивляет. Не обижайтесь, пожалуйста. Может, кто-то написал, пронесли. Поэтому вот здесь, уважаемый судья, вот Азимбек Анаркулович привел очень громкие и фактические доводы по уголовному делу. Те, которые постановление, если действительно отменен, тогда должна действовать норма УПК, которую вы знаете. Я статьи сейчас не помню. Спасибо. Так, объявляется перерыв до 12 ноября, это будет четверг, до 14:00 часов. 12 ноября, да, четверг, 12 ноября до 14:00 часов.